Женщина в современном мире. Кто она? Сейчас к ее главной роли, создательницы домашнего уюта и тепла, добавляются все новые. Ей даже доверяют серьезные и ответственные посты. В 2020 году главой муниципалитета назначили женщину. Кигинский район возглавила Зухра Гордиенко. А теперь еще одна женщина у руля муниципалитета. Кстати, 4-я по счету. Руководящую должность в Благовещенском районе получила Анна Карабанова. Женщина реализует себя не только как домохозяйка, но и достигает карьерных и финансовых высот. Она решает важнейшие политические вопросы, вносит и принимает законы, а также реализует бизнес-проекты. И за что бы ни бралась, она делает это с большой ответственностью и душой. Но все-таки на первый план женщина всегда ставит извечные ценности – быть женой, хранительницей домашнего очага и матерью. Дети, идемте пить чай. Быть матерью – огромная ответственность, а быть мамой особенного ребенка ответственно втройне. Она день и ночь трудится, настойчиво занимается ребенком, вкладывает все свои силы и средства. Каждый день подвиг, который не видит никто, кроме домашних. Будешь смотреть, как снег чистят? А? Снег будешь смотреть, как чистят? Наталья Кудрявцева из Мечетлинского района, мама Артема, страдающего ДЦП. Во время пожара огонь уничтожил их дом, но не сгорели боевой дух и характер. Юноша остался без инвалидного кресла и спецкровати. Наталья организовала сбор. Неравнодушные люди помогли, и сейчас у ребенка новое оборудование. Если на улице, это гынь. А если дома смотреть бибику, это значит бибика. Если я иду на кухню, везу его с собой на кухню, на коляске. Не на коляске, когда на коляске, когда на кровати. Мадина Балхиева из Куюргазинского района тоже воспитывает особенного сына. Она не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются родители детей с ментальными нарушениями. Благодаря терпению и упорству ее ребенок сейчас добивается успеха в лыжном спорте. Потихонечку я ей говорю, надо заниматься спортом, давай не будем валяться, давай будем хоть немножко, давай хоть побегаем, давай один круг хотя бы. Вот так и начал заниматься, ему начал нравиться, места начал занимать. Я каждый раз волнуюсь, я каждый раз чуть ли не плачу. Пришел просто покататься, понравится, нет. И затянулся, уже второй сезон как катаюсь. 90 килограмм, наверное, весил. И вот спорт мне помог 30 килограмм сбросить. Если бы мама не поддерживала, вообще было бы трудно покупать инвентарь, вещи всякие спортивные, чтобы как я катался лучше. Ага. Алия Казакова тренирует Айнура второй сезон. Как она признается, вначале было сложно. Но она смогла найти подход к особенному спортсмену. В первый раз стал на лыжи, вообще не стоял. Падал, опять поднимался, опять падал. Не получалось, психовал. Но ничего, упорство, только упорство. И вот занимает места, молодец. Тренер всегда рядом. Поможет, подскажет, поддержит. Перед женщинами сейчас открыты все пути, в том числе и научной карьеры. В этой сфере важен не пол, а интеллект, знания и способность развиваться. К примеру, аспирантка Уфимского университета науки и технологий создает модели излучателя вихревых пучков с возможностью перестройки порядка. Изобретение позволит обеспечить увеличение пропускной способности волоконно-оптических линий связи. Разработку можно будет использовать во многих приложениях, таких как микроскопия, лазерная обработка материалов и оптическое зондирование. Молодая ученая не зациклена только на своем проекте. Она находит время и на хобби. Помимо науки занимаюсь преподаванием здесь. График иногда бывает не с 9 до 6, особенно в период отчетов. Понятное дело, приходится задерживаться, но в любом случае время на себя всегда находится. С детства я мечтала петь на сцене, причем до 2-го курса аспирантуры этим и занималась. Но потом поняла то, что хочется заниматься наукой. Пою, играю на фортепиано, начала заниматься танцами, поэтому все идет так, как надо. Как в детстве. Что, Башкирия пахнет? Да, домом пахнет. Продукты на кухне со вкусом родины и ее ароматами. Из них получаются вкусные супы. Готовит для солдат боец невидимого фронта Айгуль.
Она умеет не только накрывать стол в полевых условиях, но и держать автомат. Пришлось взяться за оружие. У нее даже есть позывной «Улым», как у настоящих солдат. Айгуль пошла на СВО после смерти сына, который героически погиб, выполняя боевые задачи и защищая родину. В принципе, я здесь, потому что все мальчики это как сыновья. И понятно, что всему этому это все не благодаря, но ради моего сына. Потому что я думаю, он бы до конца здесь был, не довоевал. Это судьба. Это он спас очень много чьих-то детей. Очень много матерей говорят спасибо мне. Сейчас женщины трудятся наравне с мужчинами, а может быть где-то и больше. Представительниц прекрасного пола можно увидеть на заводах, в кабине башенного крана и за штурвалом самолета. Немало женщин водят и автобусы. К примеру, Эльвира Байрамова трудится в Сибайском АТП. За руль маршрутки она села недавно, даже года нет. Помогает многолетний опыт вождения легковушек. Трудностей нету никаких. Я понимаю, что это мужская профессия, как бы тяжеловато было вначале, но потом уже привыкла, как бы. Вначале пальцем показывали, смеялись, кто-то, по-разному, в общем. Кто-то поддерживал, кто-то успехов желал, кто-то понимал. Некоторые говорили: ты же женщина, как бы, должна дома сидеть. Каждый год в Куйыргазинском районе весной чествуют женщин-передовиков. Собираются представительницы всех видов профессий. Первым делом отметили лауреата премии имени Шавали Вахитова среди операторов машинного доения. Диплом, сертификат и красную ленту получила Хурсан Мавлянова. Работаю больше 16 лет. Люблю жить в деревне, ухаживать за животными. Так люблю свою работу, что не пропускаю ни один день. То, что стала лауреаткой премии, для меня было неожиданностью. Спасибо, кто отметил мой вклад в развитие сельского хозяйства района. Также поздравили представителей трудовой династии медицинских работников. Мать и дочь посвятили своей жизни одной специальности. У меня мама врач, врач-психиатр-нарколог тоже. Папа врач, акушер-гинеколог, дедушка врач, врач-хирург. И бабушка была фельдшером. Для меня это очень большая гордость. Я хочу также, чтобы род династии медработников продолжался. Среди всех выделялась мама приемных детей. На ответственный шаг она решилась в 2006 году. У женщины своих детей было 3, и все мальчики, а хотелось еще дочь. Пришли за одной, а в результате в ее сердце и в доме нашлось место для 7. Тут находится у меня 4 мальчика и 3 девочки. Поначалу было сложно, сейчас я уже очень привыкла. Дети вырастают, вот уже в этом году уходит 2 детей. И есть планы на будущее, то есть даже, может быть, даже уже в этом году. А свои дети у меня выросли, у меня 3 сына, 3 внука. Уже взрослые, 2 сына женатых, младший сын еще нет. Отслужил в армии, так что есть сил, много сил еще. Хранительница домашнего очага, бизнесвумен, руководитель или воспитатель. В современной эпохе у женщины, как это было раньше, нет единого типажа. Его невозможно выделить. Каждая особенная, каждая выбирает свой жизненный путь, расставляя приоритеты, близкие исключительно себе. Занимаюсь сейчас играми на липучках, куколками, только учусь заниматься. Вот такие замечательные альбомчики делаю. Теперь у женщин много задач. Совместить работу и семью, и при этом уделить время себе не так-то легко. В безумном ритме жизни требуется и передышка. Признаюсь честно, что в этом кабинете этот вопрос задавался не один раз. Мы, женщины, сами отстояли право. Право на труд, право на равноправие с мужчинами, и сейчас от этого очень сильно страдаем. И чтобы правильно совместить работу, семью, свое личное развитие, очень важно ставить себя на первое место и помнить, в чем сила женщины. Сила женщины в ее слабости и в умении обращаться за помощью. Красота и женственность – это не про маникюр, стрижку или стиль. Это про духовное наполнение, уверена психолог. Важно правильно и качественно отдыхать. Если женщина научится обращаться за помощью, проявлять свои слабости, быть благодарной, то она приведет в гармонию и свою жизнь. Коня на скаку остановит. Это про современную женщину. Она водит большие грузы и служит на корабле. Работает механиком и обслуживает самолеты. Прекрасный пол все чаще примеряет на себя мужские профессии. И сейчас в списке уже не так много запрещенных работ. Всего их 100, а было более 400. Но, судя по прошлому опыту, этот перечень еще уменьшится.